Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня вы увидите: 2 человека пострадали, 3 машины разбиты. Трясет еще до сих пор. Крупная авария в Пестричинском районе. Значительно сократилась в размерах. Его не видно, его сейчас даже чуть машина не шибла, потому что его не видно. После аварии седан превратился в хэтчбэк. Продавали по всей стране. Что производите? Постную пластику изготавливаем. В Казани обнаружили незаконное производство медицинских изделий. 2 человека пострадали, 3 машины разбиты. Крупная авария произошла сегодня утром в Пестричинском районе, рядом с деревней Званка. Все столкнувшиеся автомобили вылетели с проезжей части, упав в кюветы с обеих сторон дороги. С места происшествия врачи скорой помощи забрали водителя одной машины и пассажира другой. Айрат Назипов восстановил полную картину происшествия. Нормально, только стресс. Нервы трясет еще до сих пор. Водитель Форда Мондео еще долго не мог оправиться от эмоционального шока. Рассказал, что двигался со стороны Казани в направлении деревни Старая Кощаково на работу. Однако добраться до пункта назначения ему было не суждено. На скорости 90 км в час правыми колесами автомобиля он случайно заехал на рыхлую обочину. Результат не заставил себя долго ждать. Машина потеряла управление. Все-таки я в нее врезался, впереди едущую машину. Сработали подушки безопасности, дальше я особо ничего не видел, что происходило. А дальше Део Джентро, шедший впереди, от сильного удара сзади вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле Авео». Все произошло за считанные мгновения. В итоге все 3 автомобиля вылетели в кювет. Форд с одной стороны дороги, «Шевроле Део» с другой. По предварительной версии пострадала 26-летняя девушка-водитель «Шевроле» и 22-летняя пассажирка Део. Досталось и водителю узбекской иномарки. 2 человека и я еще. Я отказался просто поехать в больницу. А какие травмы получили у вас? Голова болит. Определить виновника столкновения, прибывшим на место автоинспектором, труда не составило. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Еще одна серьезная авария произошла минувшей ночью на пересечении улиц Садаратского и Академика Лаврентьева. Там столкнулись ВАЗ-2114 и Део Некси. В результате удара последняя получила серьезные повреждения всей передней части. Лада же после удара протаранила забор, ограждающий проезжую часть. Превратилась седан в хэтчбэк. Лада Калина, которая на улице Академика Арбузова на высокой скорости протаранила ВАЗ-21099. От удара последний практически лишился всей задней части. По счастливой случайности никто из водителей в аварии не пострадал. Адель Коломеец о причинах и последствиях этого столкновения. Помощь бригады медиков скорой никому из участников аварии не понадобилась. Однако их эмоциональное состояние оставляло желать лучшего. Водитель «Лады» 99-й модели еще долго не мог поверить, что автомобиля у него уже нет. Есть только куча искореженного металла, ездить на которой нельзя. А восстанавливать не имеет смысла. Говорит, стоял на дороге в ожидании разрешающего сигнала светофора. А дальше случилось то, что в его планы никак не входило. Нет, я приехал. Немногословной оказалась и автоледи, управляющая автомобилем «Лада Калина». Рассказала, что ехала со скоростью около 60 км в час. На вопрос, почему не остановилась, ответили уже знакомые девушки. Потому что он без габаритов был, поэтому не остановилась. Его не видно, его сейчас даже чуть машина не шибла, потому что его не видно. Проверить слова всех участников аварии предстоит уже автоинспекторам. Адель Коломеец, Айрат Назипов, Азат Самигуллин, «Вызов 112». 6 автомобилей с помощью эвакуаторов похитили угонщики в Казани за 2 месяца нынешнего года. Такую статистику озвучили полицейские. В целом угонов стало меньше, раскрываемость растет, но добавляют, многие владельцы похищенных машин могли бы не лишиться своих транспортных средств, если бы позаботились об их сохранности. Динара Камалова узнала, каким образом. Volkswagen Escort, Daewoo Nexia, Hyundai Accent и Hyundai Solaris. Эти автомобили возглавили рейтинг самых похищаемых машин среди иномарок в текущем году. Чаще всего, добавляют полицейские, воруют в столице республики. За 3 месяца нынешнего года количество краж на территории города возросло почти в 2 раза, с 15 до 28 случаев. В то же время количество совершенных угонов транспортных средств снизилось со 133 до 99 фактов. Это минус 34 факта. Это очень большой показатель. При этом раскрываемость данного вида
преступлений возросла с 86,2% до 87,8%. Как показывает статистика, больше всего автомобилей похищают ночью, но бывают и дневные угоны. Один из последних случаев произошел пару дней назад возле торгового комплекса. Прогуливаясь внутри здания, 34-летний ранее судимый мужчина заметил куртку, висящую около детской площадки. Имитируя телефонный разговор, решил действовать. Он незаметно забрал ее с собой и похитил ключи от иномарки заявителя. Мужчина уехал на чужом автомобиле, однако спустя пару часов был задержан сотрудниками полиции. По словам задержанного, мотивом преступления стало желание покататься по городу. А чтобы не лишиться своего транспорта, полицейские рекомендуют оснащать свои автомобили противоугонными системами. Причем советуют электронные совмещать с механическими. Последние отнимают у угонщиков много времени и значительно уменьшают вероятность того, что автомобиль куда-то уедет без ведома своего владельца. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Попался с поличным. Полицейские Казани задержали 22-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья в момент закладки в тайник наркотиков. При себе у него была довольно значительная партия, но куда больше оперативники нашли в его квартире. Рамиль Шайдуллин оценил масштаб криминального бизнеса. А сюда с какой целью вы приехали? Заработать денег. Каким образом? Продавать наркотики. Сразу после задержания молодой человек рассказал не только о целях своего приезда, но и о своих обязанностях. Как выяснилось, в столице республики задержанный арендовал квартиру. Там, по указаниям своих работодателей, он расфасовывал по мелким сверткам и раскладывал по тайникам наркотики, которые до этого забирал из условленного места. Деньги. Это деньги, которые тебе платили, да? Помимо заработанных денег, в карманах задержанного обнаружили наркотики, порядка 10 граммов синтетики. Однако куда больше оперативники обнаружили и изъяли в его квартире. По месту жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли еще порядка 400 грамм аналогичного наркотического средства, что составляет более 2000 разовых доз потребления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, вызов 112. Сотрудники отдела экономической безопасности в Казани задержали руководителя одной из организаций по подозрению в незаконном производстве медицинских изделий. На такую деятельность у фирмы не было лицензий, и изготовлять то, что применялось при операциях, в том числе и пластических, она не имела права. Продолжит Станислав Яковлев. Что производите? Постную пластику изготовляем. Что делают и где все это используется, рабочие не скрывали. Оперативники появились на предприятии неожиданно. Сотрудники были на своих рабочих местах. Но дальнейшая судьба выпускаемой продукции им была неизвестна. И куда все отдаете? Я не знаю, начальство отдаем, они сами там распределяются. Полицейские выяснили, изготавливали и продавали все эти медицинские изделия в этой фирме незаконно. У организации нет на это лицензии. Качество и соответствие всем требованиям выпускаемой продукции оставалось только на совести рабочих и руководства предприятия. Так работали год, с марта 2016 года. В ходе проверки сотрудники отдела экономической безопасности обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи. Полицейские установили, что данная организация реализовала изготовленные на производство медицинские изделия на общую сумму более 700 тысяч рублей. Чтобы придать этой продукции законный вид, к медицинским изделиям прилагалось регистрационное удостоверение организации, имеющей лицензию на выпуск медицинских изделий и работающую законно. Продажа шла по всей стране. Сейчас полицейские устанавливают все каналы сбыта этой продукции. Станислав Яковлев, вызов 112. Полицейские Казани опасаются увеличения числа мошенничеств в отношении пожилых людей в преддверии Дня Победы. Число зарегистрированных преступлений, согласно статистике, снизилось, но вот способы обмана постоянно меняются. Основная цель мошенников остается прежней. Айрат Назипов подробнее. С начала этого года в Казани зарегистрировано более 680 случаев мошенничеств. Число обманутых сократилось, но вот способы стали разнообразнее. Основной упор мошенники делают на телефоны и интернет. Легкая добыча пенсионера. Такова статистика. У этого поколения существует еще базовое доверие к обществу. Все это тоже, конечно, связано с эмоциональной сферой. Вот это базовое доверие, оно не позволяет подумать о человеке плохо, который предлагает так называемую помощь. Взволнованный голос в телефоне, просьба о помощи, причем исключительно финансовой. Именно по такому сценарию происходит обман пенсионеров. Например, 91-летнюю жительницу Московского района обманули на 42 тысячи рублей, представившись сотрудниками полиции. Деньги просили, чтобы внука не привлекли к уголовной ответственности за смертельное ДТП. Потом она поняла, что аварии не было, но было поздно. Полицейские опасаются, что в преддверии Дня Победы к ним со стороны мошенников будет повышенное внимание. Впрочем, от обмана не застрахован никто. Скрывает, допустим, не кожаный, как было указано в интернете, а дерматиновый.
А чтобы не оказаться в такой ситуации, полицейские рекомендуют вскрывать посылки из интернет-магазинов прямо на почте, перед оплатой наложенного платежа. Если содержимое не оправдает ожиданий, то товар можно отправить обратно, оплатив лишь пересылку. Айрат Назипов, Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112. На этом у нас все. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.